Цель конференции – налаживание контакта в рамках работы научно-образовательного медицинского кластера «Северокавказский». Кластер существует уже более года. Создан по приказу Министерства образования и науки Российской Федерации. В него входят все северокавказские республики. За этот год изучена структура вузов, создана матрица взаимных возможностей, и пришло время, когда эти возможности превратить в дело, отмечает ректор Ставропольского госуниверситета. Я знаю, что в ВУЗе есть прекрасная лаборатория, которую мы хотим сегодня посмотреть. У нас в университете создан творческий коллектив, который готов непосредственно с МАГАСом сотрудничать. И мы хотим сегодня не просто поговорить о намерениях, но уже определиться с количеством тем, которые будут запускаться, планироваться и переходить из области исследований в область конкретики. Это статьи, диссертации и так далее. Я считаю, что наше взаимное сотрудничество не только обогащает вузы, но и дает мощный толчок развитию всего Северокавказского региона. Современная медицина глазами молодых исследователей. Такова тема сегодняшней конференции. В числе участников студенты, ординаторы и молодые ученые, которые в своих докладах представляют свое видение медицины будущего. Оценка состояния регуляторных систем. Такой доклад подготовили студенты медфака Чеченского госуниверситета. Ребята провели исследования и выявили, что стресс – главная причина нарушения регуляторной системы человеческого организма. Тема наша – это оценка состояния регуляторных систем наших студентов. А студенты, медики – это, вы знаете, наиболее такая, не то что незащищенная группа, а группа молодых людей, имеющих очень напряженный фон учебы. А вот Алису Катиеву больше заинтересовала тема эпидемической ситуации по республике. Речь идет об осведомленности молодежи о том, как можно заразиться или наоборот вылечиться от туберкулеза. Проводя анкетирование среди студентов, Алиса выявила, что они достаточно хорошо осведомлены о методах профилактики и лечения этого недуга. У меня была тема «Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Республике Ингушетия». Данный доклад мы готовили группой, нас 4 человека, тоже студенты 3-го курса. Мы проводили анкетирование среди студентов именно 3-го курса и выяснили, что именно студенты нашего факультета, они достаточно осведомлены о том, как можно заразиться туберкулезом, какие профилактические меры нужно проводить и о том, какое лечение. Международная конференция впервые проходит в республике. Это хорошая возможность для молодых исследователей предоставлять свои научные труды и обмениваться опытом со старшими коллегами. Хочу выразить огромную благодарность всем приглашенным, всем участникам конференции за оказанное доверие и за участие в данной конференции. Конференция называется «Современная медицина глазами молодых исследователей». Мы знаем, что наука и медицина они неразрывно связаны друг с другом, и поэтому в целях дальнейшего развития и возможности наших студентов предоставлять свои исследования, проводятся такого рода мероприятия. Студенты, ординаторы и молодые ученые в северокавказских регионах на конференции показывают широту применения медицинских исследований в своей работе. Это позволяет не только обрисовать круг проводимых исследований, но и наметить пути повышения профессионального уровня молодых ученых.